Здравствуйте, дорогие студенты, филологи Тувинского государственного университета. Сегодня тема нашей лекции, как продолжение предыдущей лекции, посвященной 50-60-м годам XX века, звучит так: творчество Бориса Пастернака. Борис Леонидович Пастернак из тех художников, которые соединили советскую эпоху с эпохой, которую мы называем Серебряным веком. Наряду с Анной Ахматовой он прожил в Советском Союзе достаточно много лет, но его молодость совпала с поэзией начала XX века, со временем, когда он пришел в литературу. Вот план лекции, где я хотела бы рассказать о вот тех строчках, которые поставила как эпиграф к своей лекции. С кем протекли его борения? С самим собой, с самим собой. Это словечко борение с самим собой, означают такие переходные этапы, кризисы, какие-то процессы противоречивые в жизни самого художника, о которых он вот так и сказал, что это годы борений с самим собой. Также расскажу о ранней лирике, об особенностях поэтики, лирики Пастернака и остановлюсь на романе «Доктор Живаго». Борис Пастернак очень оригинальный поэт, очень своеобразный. По глубине и сложности его творчества, по культурному багажу ему нет равных в поэзии XX века. После символистов Блока, Андрея Белого, действительно это самый интеллектуальный по своей эрудиции поэт исключительного дарования. Борис Пастернак – автор романа «Доктор Живаго», романа очень оригинального и очень новаторского, романа, который выразил его взгляды на мир и на творчество. За этот роман он получил Нобелевскую премию. Вся жизнь Пастернака – острое, сложное, мучительное преодоление внутренних кризисов. То, вот, о чем он и сказал в стихотворении «Художник», с кем протекли его борения? С самим собой, со своими душевными затруднениями, как он потом скажет в своей биографии. Вместе с тем, он всю свою жизнь осознавал свое предназначение. Он был верен своему предназначению, обладал высокой степенью внутренней свободы, оставался самим собой, не подчинялся мнениям посторонним, извне, то, что он называл стадным инстинктом. Вот его строчки из поэмы «Высокая болезнь». «Всю жизнь я быть хотел, как все, но век в своей красе сильнее моего нытья и хочет быть, как я». Воспринять его поэзию – это значит выйти к его мировоззрению, к его личности, к его биографии. Родился Борис Леонидович Пастернак 10 февраля 1890 года в Москве в семье известного художника Леонида Пастернака и музыканта, пианистки Розалии Кауфман. Это была действительно такая московская творческая, художническая интеллигенция, где много было встреч с разными людьми, и сам Пастернак даже вспоминал о том, что когда-то в детстве далеком он сидел на коленях у Льва Николаевича Толстого. Ради карьеры мужа мать Пастернака, Розалия Сидоровна, оставила свою исполнительскую деятельность, посвятила себя семье.
У Бориса Леонидовича было две сестры и брат. Все младшие, он был старшим в семье. В 1908 году он окончил гимназию. И, будучи гимназистом, он посещал консерваторию, учился 6 лет композиторскому мастерству. Меня прочили музыканты. Жизни вне музыки я себе не представлял. Так писал он в своей автобиографической книге «Люди и положение». И здесь-то как раз и случилось первое его борение, душевное испытание. Он отказался после 6-летней учебы в консерватории от занятий музыкой. И писал в своей автобиографии так: «При успешно продвинувшемся сочинительстве я был беспомощен в отношении практическом. Я едва играл на рояле». Ну и также он считал, что голос свыше указывал на то, что у него отсутствует абсолютный слух. Хотя композитору, конечно же, такой абсолютный слух и не нужен был. Тяготел он к композитору Скрябину, к его свежей музыке, очень новаторской, образцовой, как он считал, музыке. Больше всего на свете я любил музыку, больше всех в ней Скрябина. И, отказавшись от музыкальной карьеры, он поступил в Московский университет на философское отделение историко-филологического факультета. С 1908 года он изучал философию. И летом 2012 года его мама Розалия Сидоровна скопила деньги специально для Бориса, для сына, чтобы он изучал философию в университете в Германии, в городе Марбурге, где была знаменита философская школа во главе с Германом Кагеном. Это была действительно знаменитая школа, он слушает лекции, успешно идут занятия, высоко ценятся его рефераты, доклады, но он снова меняет свое призвание, порывает с философии, отказывается от философской карьеры. Как и музыка, оказались его занятия философией неугодны судьбе. Причиной он называл собственную невозможность абстрактного осмысления реальности. Я переживал изучение науки сильнее, чем это требуется предметом. Переживал. То есть эмоционально он, конечно же, по его словам, по его мнению, не соответствовал предмету философии. В эти же годы он пишет первые стихотворные опыты, говорил, что от них ничего не ждал, но и не думал, что поэзия станет истинным предназначением. Но так и получилось, что когда он отказался от философии, а перед этим от музыки, он понял, что поэзия действительно истинное предназначение, потому что она станет внутренней душевной потребностью. Он пишет стихи, и чтобы действительно понять его мировоззрение, его сущность личности, надо знать, что вот занятия музыкой и занятия философией, конечно же, отразятся в его творческом самоосуществлении. Перед вами портрет молодого Пастернака, написанный его отцом Леонидом Осиповичем Пастернаком. А вот и фотография уже более зрелого возраста. На всех этих изображениях поэт выглядит как глубоко романтическая личность, поэтическая. Так оно и было, и внешность его была удивительна. Так его современник Исайя Берлин вспоминал. У него было смуглое, печальное, выразительное, очень породистое лицо.
Говорил он медленно, негромким тенором, с постоянным не то гудением, не то вибрированием, которое люди при встрече с ним отмечали. В 1923 году он женится на Елене Лурье, художнице. У них родится сын Евгений. Евгений впоследствии станет заниматься наследием своего отца и очень много сделает для его публикации. Еще одно борение, которое было предсказано судьбой, это дружба в 15-17 годы с Владимиром Маяковским. Действительно, Пастернаку виделось, что в его стихах очень много сходства с поэзией Маяковского. Он сблизился с ним, и его привлекало в Маяковском революционное новаторство, бунтарство. Их взаимоотношения, по его словам, были взаимоотношениями восхищенного отталкивания. Он так и писал в другой своей автобиографической книге «Охранная грамота». «Время и общность влияний роднили меня с Маяковским. У нас имелись совпадения. Внешне даже они очень походили друг на друга. На фотографиях вы видите фрагменты фотографии, которая запечатлела дружбу этих двух художников, двух поэтов. На групповом снимке они с Маяковским находятся в японском посольстве. Маяковский, Лиля Брик, Сергей Эйзенштейн и вот второй, слева Борис Пастернак. Это действительно были друзья, очень близкие люди, занимались поэзией, в которой, как ни странно, Пастернак находил очень много сходства, но, может быть, это борение было связано с тем, что он искал собственный стиль. Первые сборники стихов «Близнец в тучах» и «Поверх барьеров» были написаны в 14-17 годах. Это была ранняя лирика, и к ней Пастернак относился критически, перерабатывал не раз стихи этих сборников. Сейчас в собраниях сочинений его лирика начинается с цикла, который он назвал «Начальная пора», где объединил отдельные стихотворения этих первых двух книг. Но по-настоящему популярность пришла к нему в 1922 году. Была опубликована третья книга с таким вот названием очень интересным «Сестра моя. Жизнь». Она принесла Пастернаку известность. Как говорится, с выходом этой книги Пастернак проснулся знаменитым. Он выдвинулся в число заметных поэтов-современников. И как раз доказывала, что поэзия стала внутренней душевной потребностью. «Сестра моя. Жизнь» – стихотворение, которое открывает этот цикл «Начальная пора», достаточно известное. «Февраль. Достать чернил и плакать». Это стихотворение как раз свидетельствует о том, что очень свежий взгляд на мир связан с символистской привязанностью к теме творчества, потому что жизнь поэта символисты считали жизнью вообще, то есть поэзия, творчество – это были излюбленные темы их стихотворений. Природная зарисовка, она как раз связана с вот этой темой творчества, потому что грохочущая слякоть – это ливень, грязь, напоминает чернила и в то же время слезы. Вот почему начальная фраза «Февраль. Достать чернил и плакать» содержит эллипсис, пропуск. Почему в феврале хочется достать чернил и плакать? А потому что грохочущая слякоть весною черную горит и требует писать о феврале навзрыд. Заканчивается стихотворение таким вот
метафорическим, символическим определением, посвященным теме творчества. И чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд. Особенности поэтики раннего Пастернака проявились уже в этом стихотворении и в сборнике «Сестра моя жизнь». Очень экспрессивная поэзия, повышенная экспрессивность, когда образы внешнего мира хаотичны, случайны, но укращаются единым эмоциональным напором, единым чувством, единой страстью. Дело все в том, что Пастернак находит возвышенное в простом, в обыденном. Он по-домашнему называет жизнь своей сестрой и запросто обращается с миром, со Вселенной. Еще один важный принцип ранней лирики – это отсутствие романтического противопоставления «я» и «мира». Мы знаем, что романтический герой всегда противопоставлен окружающему миру, потому что не совпадает с ним, потому что считает, что этот мир враждебен. И вот это романтическое противопоставление отсутствует. От поэтов романтического склада Маяковского, Цветаевой Пастернак резко отличался вот как раз отсутствием этого противопоставления, которое делает поэта трагическим. Он трагически оторван от мира. Как у Тютчева: «О сердце полное тревоги, о, как ты бьешься на пороге, как бы земного бытия». Романтический герой всегда живет как бы между вот миром, в котором пребывает поэт-романтик, и миром окружающим. Поэтому Ахматова называла Пастернака единственным нетрагическим поэтом в русской поэзии. Лирический герой – брат жизни, он братается с миром, он часть мира, он даже готов отдать себя этому миру на прокат, он растворяется в мире, и он даже кажется пассивным. На самом деле мир полон состоянием лирического героя. Вот, например, строчки из ранней лирики, которые свидетельствуют о том, что Пастернак искал свой стиль, и, несмотря на высокий слог, на какое-то такое романтическое самоутверждение лирического героя, нет разрыва между жизнью и стихотворением. «Очам и снам моим просторней сновать в туманах без меня». Эти строчки даже напоминают некое поэтическое кредо, девиз. «Без меня в мире рассыпаны мои сны, мое видение мира, и сады, и пруды, и ограды, и кипящие белыми воплями мироздание, лишь страсти разряды, человеческим сердцем наполненной». То есть вот эти страсти-разряды – это и есть его проявление в окружающем мире. А в стихотворении «Марбург» он, например, говорит о себе как субъекте, который растворен вот в окружающем мире, и даже булыжник глядит из-под лобья, чтобы подчеркнуть вот это, с одной стороны, и оторванность, и в то же время растворение в мире. И улицы лоб был смугл, и на него глядел из-под лобья булыжник. В стихотворении «Марбург» драматическая ситуация, ему отказала возлюбленная, она даже тянет к суициду, совсем как в поэзии Маяковского, где безответная любовь вызывает суицидные мысли. Но
но лирический герой Пастернака таков, что этот мир как бы напоминает герою: ты наш, ты с нами. И тем самым душевная драма излечивается. А вот стихотворение, конечно же, по своему началу ключевое в сборнике «Сестра моя жизнь». В этом стихотворении мы видим, как поэт едет на свидание на поезде, едет на свидание со своей возлюбленной. И в начале стихотворения мы видим такую традиционную романтическую позу. Люди в брелоках, высокобрюзгливы и вежливо жалят, как змеи во все. Но это романтическое самоутверждение затем угасает, и сюжет движется уже по другому руслу. Лирический герой ожидает своей остановки, и даже звонок на полустанке, на остановке соболезнует мне, говоря, что не здесь тебе выходить. И втретье, плеснув, уплывает звоночек сплошным извинением: жалею, не здесь. И следующие строчки как раз говорят о чувствах героя, но эти чувства выражает сам окружающий мир: степь, ночь, звезды. И заканчивается стихотворение тем, что вот эти мысли о любимой, ожидание своей остановки, описание ночи заканчивается строчками: мигая, моргая, но спят где-то сладко, и фата Моргана, и любимая спит. Тем часом, как сердце, плеща по площадкам, вагонными дверцами сыплет в степи. Мигая, моргая – это, конечно, депричастия, которые относятся к поезду. И здесь снова эллипсис, пропуск. Мы понимаем, что мигает, моргает как раз вот поезд, который светится, плещет в степи вагонными дверцами. Но ведь сыплет в степи сердце, которое стремится к любимой. Вот такое оригинальное совершенно стихотворение, где нет как бы героя как такового, он пассивен, но активность его в том, что он весь растворен в природе. Вместе с поездом, вместе со степью его сердце сыплет в степи. И не просто сыплет, а вагонными дверцами. Вот такой даже не метафорический прием, а метанимический, когда сам поэт воплощается в какой-то своей части. Сердце вагонными дверцами сыплет в степи. В названии книги «Сестра моя жизнь» выразилась кредо поэта. Он действительно брат всему миру, он братается, он член этого братства, этого пространства, природы, человечества. Как сказал Роман Капсон, известный ученый, филолог того времени, современник Пастернака и Маяковского: если Маяковский и Цветаева хотят говорить за весь мир от своего лица, то Пастернак предпочитает, чтобы мир говорил за него и вместо него от его имени. Он как бы дает миру себя, свое слово, свое чувство, свою страсть на прокат. И в связи с этим возникает необыкновенная концепция личности. Оказывается, герой настолько восприимчив к миру, что не может от него оторваться. Он растворяется в нем, растворяется в других людях. И кажется, что кто-то другой говорит его устами: мир, Бог, Вселенная, сама стихия языка, слова. Есть еще у него строчки, которые говорят о том, что поэт уходит от романтической позы, которая свойственна была поэтам-символистам. Так, например, в стихотворении «Суеверия» он пишет
о судьбоносном миге, когда он встретил, наконец, свою возлюбленную. Грех думать, ты не из висталок вошла со стулом, как с полки жизнь мою достала и пыль обдула. В стихотворении говорится о встрече, в которой суеверный герой не хочет думать о том, что его возлюбленная чем-то отличается от обычной женщины. Она входит в его жизнь совершенно обыденно, как будто со стулом, на который встает и достает с высокой полки пыльную жизнь. И эта жизнь как бы обретает свежесть, освобождается от пыли. Согласитесь, что такое абстрактное слово «жизнь» сочетается с совершенно обыденными бытовыми понятиями: стул, полка, пыль. Такая вот особенность поэтики. Герой не оторван от обыденности, от мира, хотя тем не менее, есть некое романтическое представление о судьбоносной встрече со своей любимой женщиной. А вот как, например, он может написать о посещении Рима, Италии, Венеции. «Я был разбужен с позаранку щелчком оконного стекла. Размокшей каменной баранкой внизу Венеция была». А ведь Венецию Пастернак видит совсем не так, как Александр Блок. Александр Блок романтик, он совсем по-другому написал о Венеции. «Холодный ветер от лагуны, гондол безмолвные гроба, и я в эту ночь, больной и юный, простерт у львиного столба». Высокая лексика, интонация возвышенная, обобщенная. А здесь у Пастернака мы видим сравнение Венеции с каменной баранкой, совершенно бытовым предметом. И ведь, например, о Кавказе он тоже может сказать: «Кавказ весь как на ладони и весь как смятая постель». Вот особенность этой поэтики, которая отражает мировосприятие Пастернака. Мировосприятие, оно связано как раз с свободной, совершенно ассоциативной, метафорической, неожиданной, непривычной связью с миром. Эти эллипсисы, пропуски, пояснения совершенно не нужны, потому что он может сказать вполне романтично о расписании поездов в стихотворении «Сестра моя жизнь», что расписание грандиозней Святого Писания. Это очень интересное восприятие обычного бытового предмета, грандиозней Святого Писания. То есть чтение расписания поездов вытекает из силы эмоций, впечатления, потому что герой ожидает встречи с любимой. Звуковая организация стиха ослабляет наглядность самого события, но образ передается лучше всего именно благодаря звуковой организации стиха. «Как я трогал тебя, даже губ моих медью, трогал так, как трагедии трогают зал». Это ассоциативное мышление на основе звукового сходства, звуковой такой аллитерации, делает его стихи очень и очень свежими. Например, в более позднем стихотворении он может сказать: «Я с улицы, где тополь удивлен». На самом деле не тополь удивлен, а лирический герой возвращается с улицы, совершенно удивленный воздухом уличным. И это действительно особенность художественного мира. Растворение в окружающем мире, свободное, ассоциативное существование в природе,
в социуме, во Вселенной, в вечности. Теперь я хотела бы остановиться на биографических событиях дальнейшей жизни, потому что в 20-е, 30-е годы он уходит от лирики и пишет поэмы, эпические полотна, «Лейтенант Шмидт», 905 год, «Высокая болезнь». Поиски стиля продолжаются, но продолжается еще и борение с самим собой. В 30-е годы популярность Пастернака очень возросла. И на Первом съезде советских писателей в докладе Бухарина он даже объявляется поэтом номер один, советским поэтом, в то время как Пастернаку очень сложно живется, и вакансия первого поэта ему совершенно не нужна. После смерти Маяковского он хочет сохранить личную независимость. Он, например, он хотел бы, будучи на Международном конгрессе в защиту культуры в 1935 году в Париже, встретиться со своими родителями, которые в это время были за границей и остались там. И ничего этого не может сделать, потому что вот это, с одной стороны, приятие социума, приятие совпадает с неприятием событий, которые происходят в 30-е годы. Арестовывают Мандельштама. Пастернак вступился за этого поэта, и даже Бухарин, редактор газеты «Известия», идеолог партийный, обращается к Сталину с вопросом. Пастернак волнуется по поводу ареста Мандельштама в 1934 году, и Сталин даже позвонит Пастернаку и будет почему-то интересоваться, мастер ли Мандельштам, на что Пастернак ответит: дело не в этом. И на этом Сталин сам заканчивает разговор, кладет трубку. В 1936 году он и пишет как раз вот это стихотворение «Художник», где сознается о том, что всю жизнь он борется, и жизнь его протекает среди борений. Всматриваясь в социальную действительность, он действительно находит, что она превратилась в некую мнимость, что действительность поглощается этой мнимостью. Он уходит непосредственно от сочинения стихов, начинает переводить Шекспира, его трагедии. И в 1932 году пишет книгу «Второе рождение», которая будет связана с его второй женитьбой. Он женится на Зинаиде Нидгаус, жене своего друга, пианиста известного Нидгауза, и у них родится сын Евгений, Леонид, который в подростковом возрасте заболеет и умрет. И после «Зенита славы» с 1936 года начинается отчуждение Пастернака от официальной литературы. Он поселяется на даче в Переделкино, где и проживет до конца своей жизни. В 1945 году он начинает работать над романом «Доктор Живаго». В 1946 году его выдвигает Швейцарская академия на Нобелевскую премию. И в 1949 году будет второе выдвижение, в то время как советское правительство выдвигает на это награждение Михаила Шолохова. И когда Пастернак заканчивает свой роман «Доктор Живаго», его публикуют за рубежом, и на итальянском языке, затем на русском языке. Ему в третий раз выдвигают на присуждение Нобелевской премии. Причем это
извините, Шведская академия присудила Пастернаку Нобелевскую премию за продолжение традиции великого русского эпического романа. И начинается травля поэта, потому что автора доктора Живаго обвинили в измене родине, в предательстве за то, что его роман опубликовали. Состоялось собрание актива Союза писателей Советского Союза, где было решение исключить Бориса Пастернака из Союза писателей, и даже прозвучала просьба выслать его из страны. Травля продолжалась несколько недель, и, доведенный до отчаяния, Пастернак решил отказаться от нее и пишет телеграмму в Шведскую академию. В связи с тем, как было встречено присуждение мне Нобелевской премии в том обществе, к которому я принадлежу, я считаю необходимым отказаться от нее и прошу не принять это как обиду. Дело все в том, что роман доктора Живаго действительно был глубоко новаторским и совершенно не вписывался в реальность 50-х годов. После травли в 1960 году Пастернак скончался от рака легких, хотя до этого перенес еще и инфаркт. Скандал, который произошел вот в связи с присуждением ему Нобелевской премии, действительно был таким всенародным, что ли. Советские люди осуждают действия Бориса Пастернака, гнев и возмущение, позорный поступок. Именно с такими заголовками выходили газеты. Единодушное осуждение. Даже простой таксист мог сказать: я не читал романа Пастернака, но Пастернак свинья. То есть вот эта травля отразилась в его стихотворении, которое он назвал «Нобелевская премия». «Я пропал, как зверь в загоне, где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони, мне наружу ходу нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно. Путь отрезан отовсюду, будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей. Я весь мир заставил плакать над красой земли моей. Но и так, почти у гроба, верю я, придет пора, силу подлости и злобы одолеет дух добра». Вы, наверное, заметили, каким слогом написано стихотворение. Это стихотворение можно даже назвать написанным совсем другим стилем, очень простым, понятным, не таким вот сумбурно, хаотичным, эмоционально восприимчивым, что ли. Потому что я не сказала еще об одном борении поэта. Дело в том, что в 40-е годы он решил отойти от прежнего стиля в лирике. Он решил писать не так экспрессионистски, что ли, не так эмоционально, как в своей книге «Сестра моя жизнь», а писать очень просто. Он как бы меняет свой слог, свой стиль. И пишет: «К концу нельзя не впасть, как в ересь, в неслыханную простоту». 50-летний поэт считает, что неслыханная простота – это ересь для него. И в зрелой лирике действительно вот этот девиз, эта кредо очень проявляется. Вы как раз увидели это на примере стихотворения «Нобелевская премия». Возвращаясь к истории создания романа «Доктор Живаго», должна сказать, что это необычная проза, это проза поэта. Дело в том, что, как я уже говорила, роман он начал писать в 1945 году, когда почувствовал окончание войны Великой Отечественной, когда
с этим окончанием войны пришло вот это чувство веры в то, что что-то может измениться в этом мире и в социальном мире. И пишет о своем счастливом состоянии, о том, что веяние свободы, беззаботности, как это говорится в эпилоге романа, действительно охватило поэта. Кроме того, в 1946 году он встретит Ольгу Ивинскую, которая послужила прототипом героини, возлюбленной героя Юрия Андреевича Живаго. Эта встреча действительно произведет большое впечатление на поэта, и во многом Ольга Ивинская понимала поэта, его творчество. Она работала редактором журнала «Новый мир». И действительно, в отличие от его жены Зинаиды Пастернак, она была очень близким в духовном смысле человеком и в литературном смысле. Дело все в том, что его героиня Лара Гишар, действительно имеет реального прототипа Ольгу Ивинскую. Она пострадает, ее арестуют в 1949 году. Конечно же, Пастернак понимал, что из-за дружбы с ним. И действительно, в этом романе чувство вины перед Ольгой Ивинской чувствуется. Он даже называл свой роман «Кубический кусок горячей дымящейся совести» и больше ничего. В 1948 году утверждается окончательное название. Написано 10 стихотворений, которые он отдаст своему герою. В 1954 году 10 стихотворений будут опубликованы в журнале «Знамя». Во многом лирические любовные стихотворения из цикла, который затем будет так и называться «Стихи из романа» или «Стихотворения Юрия Живаго». В письме своей двоюродной сестре Ольге Фрейденберг в 1946 году он пишет о замысле своего романа. «Я в ней хочу дать исторический образ России за последние 45-летия, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как в идеале у Диккенса или Достоевского». То есть сюжет несколько даже мелодраматический. Эта вещь, продолжает писать Пастернак, будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Первоначально роман действительно назывался «Мальчики и девочки». И если иметь в виду выражение моих взглядов на Евангелие, то атмосфере вещи, пишет Пастернак, это мое христианство. То есть мое отношение к христианству, к Евангелию, к жизни Иисуса Христа. История создания, окончательно исправленное издание романа вышел только в 1978 году, тогда как роман на русском языке был уже известен в 1958 году, то есть тогда, когда Пастернак был выдвинут в 3-й раз на присуждение Нобелевской премии. Роман был экранизирован за рубежом в 1965 году в Голливуде. Интересно, что еще были экранизации. В 2002 году односерийный фильм был поставлен тоже в Голливуде итальянским режиссером Каприотти. В России же этот роман был снят в виде многосерийного телефильма в 2005 году режиссером Прошкиным с главной ролью
в главной роли снялся Олег Меньшиков. Это вот голливудский фильм 1965 года. Такие вот кубанки, в которых появилась там Лара в фильме, стали затем очень модными, и дома моды даже придумали вот не только сапоги русские, но и русские кубанки, в которых щеголяли модницы всего мира. Но, возвращаясь к роману, следует сказать, что роман вызвал самые различные тонкие и разные мнения. Дело все в том, что это была не совсем обычная проза, достаточно сложная, трудная проза. Есть там, конечно, нарочитая простота, я уже говорила о некотором мелодраматизме. Есть там и черты традиционного реалистического романа. Но, например, роман не понравился Ане Ахматовой. Она сказала о том, что самое лучшее в романе – это описание природы. Все остальное она не принимала. Считала роман полным провалом, что он неестественный, что там множество каких-то необъяснимых случайных встреч, совпадений. А другое мнение, что это действительно роман гениальный, новаторский, что это книга, ради которой Пастернак родился, книга, которая стоила ему жизни. Эти мнения, два мнения, они имеют место и сегодня даже, когда мы перечитываем этот роман, когда мы понимаем вообще замысел автора. В романе описывается жизнь одного московского круга. Захватывается Урал, куда вот московская семья переезжает во время гражданской войны. Первая книга обнимает время от 1903 года до конца войны 1914 года. И во второй книге, особенно в эпилоге, сюжет действия доводится до Отечественной войны. Хотя уже в 1929 году главный герой, врач по профессии, доктор, но с очень сильным вторым творческим планом, поэт, как у врача Чехова. Когда его сводный брат приведет в порядок бумаги покойного, среди них окажутся стихи, целая книга стихов. И ее выпустят в свет, и эта книга как бы станет символом бессмертия поэта Юрия Андреевича Живаго. Пастернак пишет, замысел так, что этот герой будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским. И когда я теперь пишу стихи, я их всегда пишу в тетрадь этому человеку, Юрию Живаго. Нечто среднее между поэтами-романтиками, поэтами, которые ушли из жизни рано, в то время как сам Пастернак прожил долгую жизнь, более долгую жизнь. И это говорит о том, что Пастернак хотел бы прожить жизнь такую, какую прожили его поэты, романтики Серебряного века. Ну, поскольку это роман, эпическое полотно, там отразились действительно вот эти исторические события. И в какой-то мере этот роман можно даже сравнить с романами, которые вышли в 1920-1930-е годы. Главный герой – писатель, творческая личность. Конфликт героя и социальной среды разрешается трагически. Большая роль принадлежит женским образом, любовной линии, так же, как, скажем, в романе Шолохова «Тихий Дон». И есть, как в романе «Мастер и Маргарита» Булгакова, текст в тексте. Это дневник героя, книга его стихов. Кроме того, очень многие писатели развивали евангельские мотивы, евангельский христианский подтекст, как в «Белой гвардии», романе Булгакова 20-х годов.
В то же время этот роман, я уже говорила, особо не похожий на другие романы. События, отраженные, изображенные в ней, действительно отражают частную жизнь далеких от истории людей. Отсутствуют реальные исторические лица, хотя есть как бы некоторые прототипы, легко узнаваемые прототипы определенных исторических лиц. Исторические события, как в лирике, даются через восприятие главного героя, близких ему персонажей. То есть автор уходит от эпической объективности реалистического романа, это проза поэта, лирическая проза. Надо сказать, что многие события действительно очень изображены очень субъективно, увидены глазами героя, и даже некоторые эпизоды, они повторяются в стихотворной части романа. Роман состоит из 17 глав, 16 глав построены как прозаические, а 17 глава – это стихотворение Юрия Живаго, цикл, который написан героем. На самом деле мы понимаем, что стихи написаны автором Борисом Пастернаком, но он их отдал своему герою, поэту Юрию Живаго. И вот это совмещение, наложение стихотворной и прозаической частей составляет особенность романа, делая его очень таким лирическим, где переплетается философская лирика, мелодраматическая фабула, где есть лирические документы, дневники, письма, есть события, в которых много от реалий, исторических реалий того времени, и в то же время событий каких-то мистических, чудодейственных, которые поэт называет чудом жизни. То есть сюжет складывается благодаря ассоциативному поэтическому мышлению героя, его внутренней поэтической логике. Конечно, роман нельзя было опубликовать в середине 50-х годов. Конечно, роман написан очень искренне. Пастернак писал его под влиянием внутреннего подъема. И главный герой, Юрий Живаго, мечтает о внутренней свободе, от политики, мечтает быть самим собой и не подчиняться внешним обстоятельствам. И действительно, вот это веяние свободы, беззаботности всегда охватывает героя, когда он пишет свои стихи. Загадка жизни, смерти, прелесть гения, прелесть обнажения – это все есть герой. Об этом говорит его любимая женщина Лара в конце романа, когда прощается с ним у гроба. Юрий Живаго – поэт. И действительно, в романе особое мышление, особая поэтическая аура, раскиданы везде знаки судьбы, полные какого-то внутреннего смысла, знаки той самой судьбы, голоса свыше, к которому прислушивался сам автор. Начинается роман с прозаическая часть, с детства героя и, собственно, жизнеописание героя, его судьбы. И есть сюжет. Но самое интересное, что мы видим в начале и цикла стихотворной части романа, 17 главы,
которая открывается стихотворением «Гамлет», потому что главный герой – это личность человека обыкновенного, человека, который переживает нравственный выбор вроде выбора Гамлета – быть или не быть. И другой герой, который заменяет лирического героя, а затем переклички с Гамлетом, это Иисус Христос. Это вот то Евангелие, собственно, которое присутствует в романе. Герой действительно хотел бы прожить другую жизнь. И вот этот замысел отца, ну, не отца там призрака, как в Гамлете, а именно Бога Отца. Лирический герой как бы от лица Иисуса Христа молится, чтобы чашу вот этого трагического выбора взойти на Голгофу, пострадать за всех, эту чашу по-человечески хочется действительно не испить. Но при этом продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один все тонет в фарисействе, жизнь прожить, не поле перейти. Такое стихотворение, где уже начинается вот этот евангельский подтекст, как раз говорит о том, что Юрий Жвага не просто поэт, а это поэт-мессия, пророк, который в современном фарисейском мире, фарисейство – это лицемерие, это действительно отступление от чего-то важного, высокого. И он, этот герой, выполняет функции Христа. Так, например, он говорит друзьям детства Дударову и Гордону: единственное живое и яркое в вас – это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали. Ну, эта цитата, может быть, как раз звучит не так апофеозно, потому что перекликается с фразой Христа, который говорит в Евангелии своим апостолам: «Вам посчастливилось жить рядом со мной». Если мы с вами этот текст с удовольствием прочитаем и обсудим на семинарском занятии, мы поймем, что вот эта фраза, которую произносит лирический герой из сборника 20-х годов «Высокая болезнь», что я хотел бы жить как все, но век в своей красе сильнее моего нытья и хочет быть как я. Так эта стихотворная строфа прикликается вот с евангельской темой. Евангельские 6 стихотворений расположились в конце вот этого цикла стихотворного 17 главы. Он связан с другими стихами, посвященными творчеству, посвященными любви, природе, истории. И эти циклы действительно говорят о том, говорят об основной концепции романа, которая вот и в стихотворении «Август», и в стихотворении «Разлука», «Свидание», и, наконец, в заключительном стихотворении «Гефсиманский сад» говорят о том, что на фоне истории даже человечества, не только современной истории, Юрий Жвага, главный герой, пытается прожить свою жизнь, следуя призванию, ощущая присутствие тайны, слушая голос свыше, не поддаваясь всеобщему прощению, стадному инстинкту. И именно такого героя вывел Пастернак в своем романе.
Под таким углом зрения роман Пастернака может быть прочитан и как просто роман, история любви, но он может быть прочитан и как роман о истории, о революции, о истории реальной, и может быть стать философским обобщением, потому что в романе Евангелие Пастернака выражено как история человека, который впервые в истории человечества остался личностью, обрел бессмертие. Именно о таком бессмертии говорится в стихотворении «Гефсиманский сад». «Я в гроб сойду, и в третий день восстану, и как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты». На этом давайте мы закончим лекцию и продолжим разговор об этом романе на семинарском занятии. Желаю всего вам доброго, до свидания.